Вы смотрите программу «Новости». Мы расскажем о главных событиях субботы. В студии Сайхан Сенсаев. Здравствуйте. Англичанин Кэнди Бой защитил честь Чеченской Республики. Итоги Кубка Дубай World Cup в нашем выпуске. В новом учебном году в новое здание. Уже в начале сентября дети смогут сесть за парты этой 11-й школы. Учащиеся 11-й школы Грозного больше не будут тесниться в приспособленном помещении. Праздник весеннего равноденствия. Тюркские народы отметили Навруз-Байрам. Город цветов. Уже в мае эти цветы будут украшать столицу республики. Столичная мэрия планирует посадить этой весной 700 тысяч саженцев. В Объединенных Арабских Эмиратах завершился престижный международный кубок по конным скачкам Dubai World Cup. Ежегодно в марте на Ближний Восток приезжают лучшие жокеи и жеребцы со всего мира. В этом году в скачках приняла участие лошадь главы Чечни по прозвищу Кэнди Бой. За соревнованиями также наблюдал и сам Рамзан Кадыров. Чем завершились конно-спортивные состязания, смотрите в материале Ахмеда Джабраилова. Берега Персидского залива в очередной раз принимают знаменитых жокеев, владельцев самых лучших беговых лошадей и изысканную публику. Один только призовой фонд в главном забеге фестиваля Dubai World Cup составляет $10 миллионов. За происходящим на ипподроме Мейдан наблюдают 60 тысяч зрителей и миллионы телезрителей. В их числе глава Чечни вместе с членами семьи, а также его соратники. В финале Кубка в главном забеге вечера Dubai World Cup на 2000 метров выступает чистокровный жеребец английской породы Кэнди Бой, имеющий за плечами огромный опыт в крупных американских скачках. Он неоднократно завоевывал лидирующие места. Соперники тоже не из простых. Каждая лошадь, заявленная в соревновании, имеет статус лучшей из лучших, так что приходится нелегко. Но Кэнди Бой, перейдя финишную прямую, четвертым в очередной раз оказывается в числе призеров и завоевывает $500 тысяч. That maybe he would have deserved. He is an 8-year-old. I believe that makes him the oldest World Cup winner. В заезде Gold Cup также выступила лошадь главы Чечни, чистокровный английский жеребец Меандре, который уже занимал призовое место на дубайских скачках в 2013 году. Ежегодный дубайский фестиваль стал одним из мировых лидеров по уровню развития этого красивого вида спорта. Список звездных лошадей и их жокеев, желающих принять участие в дубайских скачках, составляет рекордное число и включает в себя представителей почти со всей планеты. И призовое место, завоеванное Кэнди Бой в финале дубайского фестиваля, стало демонстрацией успеха в развитии конного спорта в Чечне. Чистый араб. Напомним, лошади Рамзана Кадырова весьма успешно выступают в ежегодных скачках и постоянно завоевывают призовые места. В 2013 году в Европе жеребец Меандре выиграл большой приз Европы на скачках в германском Кёльне. А Дакс Скалар завоевал большой кубок Праги. Жеребец Кат Милус не только занял первое место на скачках в Чехии, но и показал хороший результат по резвости. Кроме того, жеребец Дашо Топ также одержал победу на дистанции 1800 метров. Скачки для начинающих лошадей в возрасте до 3 лет. Nordstream выиграл дерби среди лошадей до 3 лет на приз президента России. Static Memory, Баритон, Айвенга, Свит Даки, Джитана Эрнанда и другие скакуны вызывают восхищение у самых тонких любителей верховой езды. Ахмед Джабраилов, Рамзан Хагуев, Артур Дутаев и Луиза Юнусова. Новости. В налоговом управлении республики продолжается День открытых дверей. Любой желающий может получить всю необходимую информацию о налогообложении. Работу инспекции сегодня проверил глава ведомства Моусар Цамаев. Подробности у Алхазура Керимова. Как проходит консультация налоговиков, есть ли нарушения в порядке проведения Дня открытых дверей? Свою проверку руководитель ведомства Моусар Цамаев начинает с Гудурмесской межрайонной инспекции номер 2. В это время здесь студентам объясняют работу налоговой службы. С будущими специалистами пообщался и главный налоговик республики. Любой доход на территории Российской Федерации облагается налогом на доходы физических лиц.
значит, из-за срок уплаты до 30 апреля. И налог елли, хор, каждый гражданин обязан предоставить налоговую декларацию в налоговую службу. В какие сроки необходимо представить декларацию по НДФЛ, как получить налоговые вычеты и воспользоваться онлайн-сервисом? К специалистам налоговой службы обращаются с самыми разными вопросами. Консультации проходят со вчерашнего дня. По сравнению с предыдущими годами, в этом году значит, активность налогоплательщиков в разы увеличилась. Очень много налогоплательщиков пришли, зарегистрировались в личном кабинете налогоплательщика, которые, значит, имеют доступ к федеральным ресурсам налоговых органов. Проверка также коснулась Шалинской межрайонной инспекции номер 4. Ознакомившись с ситуацией на месте, МОВ Сарцамаева проверил гостевой компьютер, где налогоплательщики могут подготовить и подать инспекционную декларацию о доходах за предыдущий год. Через личный кабинет. Все, задолженность, вся ваша информация по транспорту, по земле, по имуществу, сроки, когда подавать соответствующие электронные брошюры, вся информация по декларациям за 2014 год. Подобные инспекции сегодня прошли во всех межрайонных налоговых службах республики. Основная задача налоговых органов, на что и нацеливает глава нашей республики, это побуждение наших граждан к добросовестному исполнению своих обязанностей в части соблюдения сроков предоставления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц и своевременности уплаты данного налога. Хотелось бы, чтобы на очередную акцию Дня открытых дверей побольше обращались граждане с вопросами о новых изменениях в налоговом законодательстве, которые вступили в силу с начала текущего года. Огромная работа инспекциями налоговой службы была проведена по информированию людей в местах массового скопления, а также привлечениями различных СМИ. В очередной раз свои двери для желающих узнать о налоговой деятельности службы ФНС Чечни откроют 24 апреля. Алгазир Керимов, Султан Умаров, Дани Хавхаров. Новости. На 10,3% с 1 апреля повышаются пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Также размер денежной выплаты ветеранам, инвалидам, гражданам, подвергшимся воздействию радиации, героям Советского Союза и социалистического труда будет проиндексировано на 5,5%. Стоит отметить, что в течение года минимальный уровень пенсионного обеспечения граждан будет по-прежнему не ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе, где он проживает. Также в августе текущего года будет проведена и беззаявительная корректировка страховых пенсий работающих пенсионеров. Средний размер социальной пенсии после повышения составит 8311 рублей, и средний размер социальной пенсии детям-инвалидам составит 12371 рублей. Средние размеры пенсии граждан из числа инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, составит 29 371 рублей и 31 488 рублей. С 1 февраля 2015 года были проиндексированы страховые пенсии на 11,4%, исходя из роста потребительских цен за 2014 год. Результаты индексации средний размер страховой пенсии по старости учетом фиксированной выплаты на сегодня составляет 12 900 рублей. Министр культуры Чеченской Республики Хошбауди Дааев вместе с главой Гудермесского района Зауром Хизриевым проинспектировали строящийся в Гудермесе Центр культурного развития. Объект по своей архитектуре обещает стать одним из самых красивых республики. В ходе инспекции министр посетил детскую школу искусств, в которой, как оказалось, обучается очень мало ребят. Министр поручил разобраться, почему. В конце июля посмотрим, Ученики 11-й школы столицы 1 сентября переедут в новое здание. Здесь для них будут созданы все необходимые условия. На территории в несколько тысяч квадратных метров разместятся учебные корпуса и даже 2 спортзала. За ходом строительства наблюдал Ахмед Джабраилов. В помещение бывшего детского сада учащиеся 11-й школы переехали еще 11 лет назад. В ходе военных действий здание образовательного учреждения было разрушено до основания. Школьников пришлось разместить в приспособленном помещении. Изначально здание было рассчитано на 300 посадочных мест. Однако сейчас в школе обучается в 3 раза больше детей.
В данный момент в нашей школе обучается около 1312 обучающихся. И так как отсутствует спортзал, актового зала нету, столовой, мы испытываем такие некоторые трудности в результате осуществления учебного процесса. Узкие коридоры и маленькие кабинеты – это лишь полбеды. Здесь отсутствуют спортзал и столовая. Однако совсем скоро эта проблема останется в прошлом. Строительство нового здания на площади в 5000 квадратных метров начали в июне прошлого года. Объект планируется сдать уже в сентябре. Рабочие трудятся в 2 смены. Сейчас они приступили к возведению 3-го этажа. Одновременно с этим ведется очистка территории от строительного мусора. Материалами нас обеспечивают, спецтехника у нас есть. Сейчас мы находимся на стадии, в принципе, строительство ведется, уже ведется 3-й этаж. Мы начали кирпичную кладку. И 2-й этаж мы перекрыли. Ведутся 7 корпусов одновременно. В принципе, намного раз сильнее отличается от тех, которые старые, которые мы раньше учились. Здание школы будет отвечать всем современным стандартам, предъявляемым к образовательным учреждениям такого типа. В день здесь трудится около 200 человек. Быстрая и правильная кладка кирпича требует немалой сноровки. Школа по современной технологии, утепление и отчисление. Сетку ложится, где надо, для крепкости. Ширина стены 60 сантиметров. Общая территория образовательного учреждения составляет более 2 гектаров. Из них 4-я часть отведена под школу. Это 7 образовательных корпусов и почти 40 учебных кабинетов. Также в самом здании будут находиться 2 спортивных зала для младших и старших классов. Основная часть строительства уже завершена. Сейчас рабочие приступили к возведению 3-го этажа. Уже в начале сентября дети смогут сесть за парты этой 11-й школы. Ахмед Джабраилов, Султан Умаров и Рамзан Хагуев. Новости. День народных гуляний и весеннего настроения в Наурском районе отметили Навруз-Байрам – праздник, символизирующий обновление природы. Эту дату отмечают представители иранских и тюркских народов уже на протяжении 3000 лет. А с 2009 года его включили в список нематериального культурного наследия человечества. На празднике побывала и Розана Цамаева. Пока девушки исполняют турецкий народный танец халай, Таир Вахбиев готовит свое фирменное блюдо – мясной плов. Это одно из многочисленных явств праздника Навруз-Байрам, который ежегодно 21 марта отмечают иранские и тюркские народы. На день весеннего равноденствия в станице Наурской наготовили еще немало блюд, главная особенность которых – наличие зелени. Все просыпаются. И природы, и растения, и люди, все. И начинается новый вклад, новый зерно на будущий урожай. Обычно ставится не меньше 7 видов еды. И каждая еда должен быть, в составе еды должен выходить зелень. Плов уже готов. Повар утверждает, что у него свой секрет приготовления. Им он охотно делится с нами. Я жарю морковку специально, чтобы вкуснее был. Потом, как вода кончается, парить ставим. Вот уже готово. Слово «Навруз» переводится как «новый день». В 2009 году Всемирной организацией ЮНЕСКО он был включен в список нематериального культурного наследия. Так называемый персидский Новый год является одним из древнейших праздников в истории человечества. В этот день, помимо всех блюд, на стол принято ставить сенами. Это проросшая в тарелке пшеница. Она является символом изобилия и достатка, приходящего с наступлением весны. А в здании местного дома культуры представители различных культурных центров республики готовятся к выступлению. На свой любимый праздник они приготовили песни и танцы. Розана Цамаева, Таймир Хаджиев и Зелимхан Закаев. Новости. Этим вечером весь мир погасил свет на 60 минут. «Час Земли» – так называется ежегодная акция, проводимая Всемирным фондом дикой природы. Чечня также не осталась в стороне. 20 часов 30 минут по местному времени высотный комплекс Грозный-Сити погрузился в темноту. Согласно традиции, «Час Земли» проводится в последнюю субботу марта и призывает всех выключить свет и другие нежизненно важные электроприборы на 1 час. Таким образом, организаторы акции хотят стимулировать интерес к проблеме изменения климата.
В Грозном продолжается выставка известного российского художника Александра Шилова. В музее имени Ахмата Хаджи Кадырова представлено 39 картин. Каждая работа пейзажиста имеет свою судьбу и олицетворяет гармонию человека с природой. С торжеством живописца ознакомился и Рамзан Хагуев. С творчеством Шилова Алексей Амбросимов знакомится в первый раз. Картины художника произвели на него сильное впечатление. И это неудивительно. Произведение оставляет неизгладимый след в душе каждого, кто хоть раз побывал на выставке талантливого мастера. Очень понравилось, очень красиво изображена природа, краски яркие. Хорошие картины. Персональная выставка художника-пейзажиста, члена-корреспондента в Российской академии художеств Александра Шилова «Наша Родина Россия» открылась в мемориальном комплексе славы имени Ахмата Хаджи Кадырова 25 марта. Автор уже покинул Чеченскую республику, однако его картины останутся в регионе до 12 апреля. Космонавты находились на станции более полугода. Они настолько соскучились по земной природе и попросили, чтобы дали им возможность просмотреть его работы. Очередным запуском с продуктами были отправлены несколько его работ в космос. Одна из них вот здесь. Подтверждением тому сертификат, который выдан, что работа умиротворения побывала на Международной космической станции. В музее представлено 39 картин Шилова. В таком количестве художник свои работы выставляет впервые. Красоту природы каждый понимает по-своему, но именно она сближает таких разных и не похожих друг на друга людей. Среди тех, кто сегодня восхищается полотнами Шилова, студенты чеченских вузов. Сегодня, посетив выставку Шилова, я была вдохновлена. Мне очень понравилась его выставка. Это человек с необъятной фантазией. Шилов – это один из самых одаренных пейзажистов нашего времени. Его картины существуют вне времени и пространства, каждая со своей сложной судьбой и историей. Один и тот же пейзаж он пишет в разные времена года, но при этом с одного ракурса. Наши пишут горы, а он, естественно, русскую равнину, леса, реки. Значит, это все передается, знаете, в мягких тонах, приятных тонах. Эти картины читаются очень легко. Мастерство Александра Шилова высоко оценил и глава республики. Теперь картина «Сердце Чечни» в его личной коллекции. Также полотна художника есть и у президента страны Владимира Путина, и у других первых лиц государства. По словам художника, чеченские мотивы не ограничатся центральной мечетью Грозного. В дальнейшем Шилов намерен перенести на полотна и всю красоту горных пейзажей. Рамзан Хагуев, Луиза Батыжева, Денис Хавхаров. Новости. Мы продолжаем рубрику «70 лет Победе», в которой рассказываем о людях, героически проявивших себя во время Великой Отечественной войны. Сегодня мы расскажем о защитнике блокадного Ленинграда Юнусе Абдулшаидове. Своими воспоминаниями о военных днях он поделился с Луизой Батыжевой. В этом году наша страна отмечает 70-летний юбилей Великой Победы над фашизмом, а участники той страшной войны вместе с победой празднуют и свои юбилеи. Юнус Абдулшаидов готовится отметить хоть не круглую, но весьма значимую дату – день своего 94-летия. Как и все участники войны, он человек героический, а вот хвастать не привык. Перед съемкой скромничает. Годы той страшной войны ветеран помнит до мельчайших подробностей. Het onboord school die die doe je повестки die is weer давол welgemaakt ja. Het onboord chubos. En die gaan bij de комиссару. Is er ook toch arbeid ook toch het met het goede. Юнус Абдулшаидов – коренной ножаюртовец. Всю жизнь прожил в родном районе. Отлучался лишь в годы войны и в депортацию чеченцев и ингушей. Великую Отечественную ветеран оборонял Ленинград. Ему еще не исполнилось 21 года, когда он прошел подготовку к высадке в тыл противника и овладел боевым оружием. Вместе с дивизией Юнус был переброшен в блокадный город, где пережил самую трагическую страницу в истории Ленинграда и мировой войны. И никто не говорит, что тогда не было страха. Был, но они молились и бросались в бой, рассказывает ветеран.
Сейчас легендарный защитник блокадного Ленинграда охотно делится историями боевого прошлого со своими внуками и правнуками. А их у ветерана немало. Всего 65 человек. Дети очень любят дедушку. Впрочем, любят и уважают Абдулшаидова во всем селе. Именем Юнуса Абдулшаидова в селе названа улица, на которой он живет, местная мечеть и даже школа, в которой он часто дает открытые уроки и рассказывает о ратных подвигах земляков. На фронт Великой Отечественной войны ушло около 56 тысяч только чеченцев и ингушей, многие из которых, как и представители других народов, не вернулись. Московские обороны ахилер, ленинградские обороны ахилер, деревья дюч, школа, давиги этя дюч, дукка ладиан дутко. У ветерана много медалей за боевые заслуги. Вместе с другими фронтовиками он мужественно сражался на полях боя. Никогда не падал духом и не сдавался, верил в победу. Ветераны выполнили свой долг перед Отечеством, а наш долг – не забывать об их подвигах. Луиза Батыжева, Стаймир Хаджиев, Тимур Саратов. Новости. Герой нашего следующего сюжета также внес большой вклад в развитие страны, только вот не на военном поприще, а в культуре. Почетный гражданин Веденского района Ахмед Актиев празднует юбилей. За годы работы он неоднократно был награжден почетными грамотами и дипломами. Также Ахмед является заслуженным работником культуры. На именинах побывал и Зураб Центроев. Маленькая сцена, скромные декорации, в лице зрителей, родные, друзья и коллеги. Так в Элистанжи проходит чествование заслуженного работника культуры Ахмеда Актиева, человека высокой нравственности и доброты. Пришли даже те, кто работал с ним много лет назад. В 1965 году я была направлена на дипломную практику в Веденский район. Здесь работал Актиев Амхат. Очень тепло он нас встретил, по-отечески, можно сказать. Забота была у нас проявлена. Сегодня в жизни Ахмеда Актиева сразу несколько важных событий. Центр народного творчества Министерства культуры наградил его медалью, грамотой и званием почетного жителя Веденского района. Поздравить виновника торжества прибыл и глава администрации района Шамиль Магомаев. Ахмеда Актиева он знает как ответственного работника культуры и человека, на которого стоит равняться. Дом культуры, за достигнутые заслуги в области культуры присвоит заслуженный работник культуры. После совместного чаепития с гостями Ахмед Актиев спешит домой. Здесь его ждут самые близкие люди. За праздничным столом собрались дети и внуки. Его творческая деятельность началась после депортации чеченского народа. 5 лет он проработал в Казахстанском министерстве культуры. После реабилитации в 1957 году вернулся на родину и обзавелся семьей. Уже в республике достиг немалых успехов на любимом поприще. Об этом свидетельствуют сотни грамот, дипломов и благодарственных писем. Награда мне присвоил Министерство культуры СССР. Диплом. За подписью министра культуры Фурцева, первый секретарь ЦК комсомола Тишельников и председатель телевидения радио Лапина и редактор «Правды» Зимянин. В 2007 году Ахмед Актиев ушел на пенсию, а до этого полвека оставался бессменным директором сельского дома культуры. Все это время был наставником нескольких поколений творческих коллективов. Теперь все свободное время он посвящает внукам и правнукам. Их у него 44. Зураб Центроев, Луиза Хатуева, Ибрагим Налаев. Новости.
В Грозном сегодня прошел общегородской субботник. В нем приняли участие сотрудники столичной мэрии, префектур, министерств, ведомств и различных организаций. Проводилась работа по санитарной чистке территории, побелке деревьев, а также посадке цветов. И в продолжение темы этой весной столица республики расцветет яркими красками. Мэрия Грозного приобрела более 700 тысяч семян для посадки цветов. До наступления тепла за саженцами внимательно следят агрономы. А уже в мае с помощью дизайнеров на улицах Грозного будут создаваться незабываемые цветочные композиции. Подробности у Луизы Хатуевой. Вот и твой язык тянешь, торф тянешь, песок тянешь, лед тянешь. Молодцы. С самого утра работники Зеленстроя заняты посадкой саженцев. По словам главного агронома Рамзана Арсаханова, несмотря на то, что цветы здесь выращиваются ежегодно, в таких масштабах им еще не представлялось работать. В этом году закуплено 700 тысяч семян для высадки на улицах Грозного. По поручению мэра города Грозного, Кадыров Ислам, и что она помощь, инициатива юлш. В каждой из 10 теплиц находятся чуть более 40 тысяч саженцев. Они содержатся при строгой температуре от 14 до 18 градусов. Тагети, сальвия, петуния – это основные виды, которые выращивают работники Зеленстроя. Несмотря на то, что в этом году доля семян, выращенных в Чеченской республике, значительно выросла, часть растений все же приходится закупать в Ростове и в Москве. Уходишь, поливать, подкармливать, поливать, но прежде чем саженцы окажутся в теплицах, для них необходимо подготовить почву. Это смесь песка, чернозема и торфа. И только после рассада займет свое место в палете. Тут уже необходим тщательный уход, ежедневный полив и внесение удобрений через каждые 10-12 дней. К высадке на улицах Грозного растения будут готовы, когда достигнут высоту 15 сантиметров. Сам процесс работы хоть и не назовешь сложным, но нервы здесь требуются стальные. Ведь посадить несколько тысяч саженцев довольно непросто. Но работники к своему ремеслу привыкли. Балба, холодат, аттадат, балкай бал уже тяхар бяшбат, ама айман холодцах, саму кадолш, хазахет, бяшбу. А в этой теплице уже через 1,5 месяца цветы будут готовы к высадке. И тогда за дело примутся дизайнеры. Прежде чем высаживать цветы на объекты города Грозного, дизайнером разрабатывается несколько вариантов и согласуется с комитетом или мэрией города Грозного. И далее по дизайну высаживаются цветы на объекты. Для начала палеты необходимо засыпать землей, после чего сажаем рассаду. Далее палеты займут достойное место в теплице, и уже в мае эти цветы будут украшать столицу республики. Луиза Хатуева, Хаважа Мунаев. Новости. Такими были события этого дня. Вам спасибо за внимание. Аду Кеушу.